Неправильно, ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Ну так с ней получится. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором звать? Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кот Матроскин меня зовут, это фамилия такое. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. Дядя Федор, а у тебя только один неправильный бутерброд был. Дома еще есть. Хочешь, пошли ко мне жить? Меня мама твоя прогонит. Ой, ничего не прогонит. Может папа заступится. Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе как дядя Федор кота притащил. Ну и что? Один кот нам не помешает. Ну тебе не помешает, а мне помешает. Ну ты сам подумай, какая от этого тогда польза? Ух, ну почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картины на стене? А от этой картины большая польза. Она дырку на обоих закрывает. А у нас нет мышей. Ну если тебе этот кот так важен, то пожалуйста, выбирай. Или он, или я. Ну. О. Ну я тебя выбираю. Я тебя давно уже знаю. А этого кота первый раз вижу. Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, но зверей я тоже люблю. Особенно всяких кошек. Да, а вы не разрешаете мне их заводить, поэтому я уезжаю в деревню и буду там жить. Ваш сын, дядя Федор. И кот. Здравствуйте. Возьмите меня к себе жить. Я вам буду все охранять. Еще чего, мы еще сами нигде не живем. Так нам через год прибегай, когда мы хозяйством обзаведемся. Ты, Матроскин, помолчи. Хорошая собака еще никому не мешала. Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика. Да есть. Я вам один дом покажу. Там никто не живет. Хозяева за реку переехал. А печка там есть? О, в пол кухни. Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом прибегать? Через год. Возьмем. Втроем веселее. Тебя как зовут? Шарик. Я из простых собак, не из породистых. Меня дядя Федор зовут, а кота Матроскин. Фамилия такое. Очень приятно. Апчи. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.
А ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Я ничей, я сам по себе мальчик, свой собственный, я из города приехал. Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно Это чьи-нибудь. почему не бывает? Я, например, кот, сам по себе кот, свой собственный. И я свой собственный. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции случайно? Нет, я и не из милиции, я из почты. Я почтальон тутошний, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду Мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить. Надо бы. Да где деньги взять? А может занять у А соседей? чем отдавать-то будем? Отдавать надо. А давать будем молоком. Если молоко отдавать, зачем тогда корова? Значит, что-нибудь продать. А что? А что-нибудь Чтобы ненужное. продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. А давай шарик, мы тебя продадим. Это как так? Меня. Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! А что такое склад? Как это я сам не додумался про клад? Теперь корову купим, и в огороде можно не работать. Мы все можем на рынке покупать. И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там гостей больше. Ура! Ура! Склад! Отдай! Отдай! Кому говорят отдай? Попался? Этот голчонок у меня рубль олимпийский украл. Его надо в поликлинику стать для опыта. Нельзя его в поликлинику сдавать. Мы его вылечим и разговаривать научим. А чего это вы в сундуке везете? Это мы за грибами ходили. Ясно вам? Конечно, ясно. Что тут не ясно? Они бы еще с чемоданом пошли. Это ты виноват. Все ему разрешал. Вот он и избаловался. Просто он зверей любит. Вот и сбежал с котом. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки были. И приятелей целый мешок. И всякие там жмурки, пряталки. Вот тогда и дети Тебя родители перестанут пропадать начнут. пропадать. Потому что я без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи мне, как нам мальчика разыскать. Надо заметку в газете напечатать, что пропал мальчик. Зовут дядя Федор. Рост 1,20 м. Если кто увидит, пусть нам сообщит. Ой, чё это мы зря его кормим? Пусть пользу приносит. Ну скажи, кто там? Кто там? Ну скажи, кто там? Кто там? Что тебе, делать нечего? Ты бы его лучше песни какой выучил. Или стихотворению. Песни я сам петь могу. Только от них пользы нет. От твоего кто там, а? Какая польза? Такая. Ну, Начнет дверь стучать. Колчонок спросит, кто там, а? Человек подумает, что кто-то у нас дома есть. И ничего у нас воровать не станет. Ясно тебе? Кто там? Кто там? Ура! Заработала!
Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Да никто! Я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Кто там? 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 Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Пропал мальчик. Глаза голубые, рост 1,20 м. Родители его ищут. Нашедшего ждет премия. Велосипед. Не горю, дядя Федор. Да мало ли таких мальчиков. Может, и мало. Велосипеды не за каждого. Сейчас я буду вашего мальчика измерять. Мои мама и папа. Я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть. Ой! Мои мама и папа. Я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть. Есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. То лапа ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть мне сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая и шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась. До свидания, ваш сын, дядя Шарик. Что у него повысилось? Лохматость. Он теперь может зимой на снегу спать. Ничего не понимаю, может мы с ума сошли? Может это у нас лохматость повысилась, и мы можем на снегу спать? Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только к грибам все вместе болеют. Здравствуйте. Я почтальон Печкин из Простоквашино. Это вы велосипеды за мальчика даете? Это ты виноват, что дядя Федор заболел. Это почему ж? Это я. Почему? Почему? Ты же напоил его холодным молоком. И еще хвастался. Ну, какое холодное молоко моя корова дает. Холодильник покупать не надо. В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают. Не будем дверь открывать. Откройте, это мои мама и папа приехали. Где у вас малина? Вот она, пожалуйста. Ой,
знала, что коты такими умными бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют. А думаешь, я еще и вышивать могу. И на машинке тоже. Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город забираем. Тебе уход нужен. А если ты кота хочешь взять? Или Шарика, или еще кого? Бери! Ну, Матроскин, поедешь со мной? Я б поехал, господин был. А корова моя, а хозяйство, а запасы на зиму. Мы останемся. Ты лучше сам к нам приезжай на каникулы. Стойте, стойте, вот держите, вам с ним веселее будет. Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Ой, как неудобно. Мы совсем про Печкина забыли. И правильно. Извините, а почему вредный? Потому что у меня велосипеда не было. Теперь я сразу добреть начну. Какую-нибудь зверушку заведу. Чтоб жить веселее. Домой приходишь, а тебе радуется. Приезжайте к нам, Простоквашино. И гости по выходным.